Смотрите в новом выпуске телепередачи «Вестник Харасхал». Школьники Якутска помогли в организации летнего лагеря для детей с инвалидностью. Ирина Павлуцкая провела свои первые уроки доброты. Постоянная рубрика «Кино о людях с сильным духом». Благотворительная акция «Доброе сердце» Амарах Сюрех объявляет сбор средств в помощь Светлане Протопоповой 2012 года рождения на курс лечения в клинике Шиба, Израиль. Диагноз – злокачественное наобразование ствола мозга. Чтобы помочь Свете, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Свете вместе! Если вы активная и целеустремленная, то конкурс красоты и талантов «Красота без границ-2018» для вас. К участию приглашаются девушки и женщины, свободно передвигающиеся с помощью инвалидной коляски от 16 до 35 лет, проживающие в Якутии. Заявки принимаются до 10 июня по телефону 8 984 102 62 55. Мы ждем именно тебя. Конкурс реализуется в рамках народного бюджета. Во Дворце детского творчества прошел благотворительный концерт «Звездные классы дарят добро». Специально для реализации этого творческого проекта школьники со всего города объединились и представили свои лучшие номера, чтобы помочь благотворительному фонду Харасхал собрать средства на организацию летнего лагеря для детей с инвалидностью. Благотворительный концерт состоялся при поддержке Центра эстетического воспитания детей АЛГ, который ежегодно проводит конкурс «Звездные классы», участие в котором принимают все школьники Якутска. Продолжить вот эту замечательную тему как проект, и чтобы с целью помочь детям-инвалидам в создании их лагеря дневного, летнего, чтобы помочь им немножко, хоть немножечко, но деньгами, финансово, Ну и чтобы сами участники сегодняшнего благотворительного концерта, это дети, учащиеся школ города Якутска, чтобы они тоже почувствовали, что такое благодарность, добро. На сцене Дворца детского творчества школы представили свыше 20 творческих номеров. Все классы выступили с душой. Ученики 9 класса Национальной политехнической среднеобщеобразовательной школы номер 2 выступили с зажигательным номером «Танцы народов». К слову, этот класс является лауреатом гран-при конкурса «Звездные классы». Всего было 4 номинации. Это фольклор, мода, также какие проводились? Фольклор, мода. Хор, песня и танец. Хореография. Вот суть номера в том, что мы покажем национальные танцы разных народностей и то, что все вместе это мы сила, потому что все, так сказать, объединяем. Да. Мы очень благодарны, что нас позвали принять участие на этом концерте, потому что мы считаем, что это очень важно, помогать, уделять внимание на благотворительность. Хотели поблагодарить АЛГ за то, что пригласили нас принять участие в звездном классе И вообще в Харасхал. Все собранные средства в этот день были переданы благотворительному фонду Харасхал и будут направлены на реализацию специальной летней программы поддержки детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы и участники надеются, что звездный концерт станет доброй ежегодной традицией, и дети снова соберутся на этой сцене, чтобы подарить добро. Уроки доброты – постоянный проект благотворительного фонда Харасхал. Это занятия, на которых дети посредством позитивного общения и новых знаний учатся лучше понимать людей с инвалидностью. На каждом уроке ребята знакомятся с интересными людьми, которые, несмотря на инвалидность, ведут активный образ жизни, реализуют себя в творческом, личностном и профессиональном плане. В рядах тренеров уроков доброты пополнение. К проекту присоединилась Ирина Павлуцкая, известная как девушка-леопард, история которой покорила и вдохновила всю Россию. Сегодня вечером в прямом эфире настоящая российская сенсация. В Якутии живет девочка с редкой генетической аномалией. В народе ее прозвали «девушка-леопард».
На днях Ира провела свои первые уроки доброты для учеников общеобразовательных школ номер 17 и 22. Как признается девушка, она волновалась, но когда начала рассказывать о себе и своей жизни, то трепет исчез, поскольку школьники с интересом слушали ее и признались, что Ирина прекрасна. Очень было эмоционально, очень было, энергетически прям заряжаюсь прям. Дети вообще очень сами по себе активные такие, прям видно было, что я, оказывается, вызываю интерес. И мне это очень, конечно, радует, то, что я на примере себя могу достучаться до детей, потому что в свое время было трудно мне. Урок прошел в позитивной обстановке. Ребята, не стесняясь, спрашивали про ее диагноз, с переживанием слушали воспоминания о детстве, когда она впервые вошла в учебный класс и столкнулась с неприязнью и непониманием, про то, как она со временем сумела преодолеть свои страхи, найти друзей и понять, что мы все одинаковые. К нам сегодня приходила Ирина, и она первый раз вела урок доброты. Сегодня было интересно, очень классно. Пришла Ира на мой урок. Я ее видел по телевизору. Она там искала свою маму. Она там все нашла своего брата. Никогда не опускается вниз, боевая. Это самое главное ее достоинство. Сильная и еще сильная духом. То есть, когда ее обзывают, она уже повзрослела, она не будет же слезы пускать или маме звонить. И, еще она позитивная, не ленивая, самое главное, и умная. А еще она очень любит фотошоп. Мне понравился рассказ Ирины, потому что она все искренне рассказывала. Она была отличная, смешная и классная. Все главное не внешность, а все внутри. Она немного отличается внешностью, но в душе она такая же. Она вообще добрая, у нее самые хорошие качества, я скажу так. Конечно, я очень рада. Для меня самой это развитие, это новая ступень в моей жизни. И Расхалу, конечно, большое спасибо за возможность того, что я могу это делать и сейчас это реализовываю. Уроки доброты помогают детям понять больше о возможностях людей с инвалидностью, преодолевают скованность и страх в общении, и если к ним в школу придет ребенок с инвалидностью, ребята смогут общаться с ним наравне, зная о его потребностях и интересах. Маленький Рон Ковик восторженно провожает глазами военный строй. Проходит несколько лет, и молодой, полный сил юноша, вроде которого Том Круз, грамотно обработанный государственной пропагандистской машиной, встает под ружьем, чтобы защищать свою родину. Вместе с тысячами патриотично настроенных солдат он отправляется во Вьетнам. Полученное ранение позвоночника навсегда приковывает Рона к инвалидному креслу. Лишенный возможности полноценно жить, молодой человек чувствует себя преданным своей страной. У Рона теперь сколько угодно времени для размышлений, а они весьма неприятны. Его использовали так же, как и сотни других молодых парней. После множества драматических приключений он решает покаяться перед родителями убитого им сослуживца и присоединиться к антивоенному движению ветеранов. И только тогда он снова обретает себя. Правительство учиняет множество препятствий пацифистам, но ветераны не сдаются. Священная борьба за мир вновь вернула их к жизни, и теперь их не остановить. Саймон Бирч – американский художественный фильм по мотивам романа Джона Ирвинга
«Молитва об Оуни Минни». Экранизировал картину режиссер Марк Стивен Джонс. Саймон Бирч считает, что Бог создал его для особой героической цели. Саймон и его лучший друг Джо – изгои в крошечном городке Новой Англии. Джо – незаконно рожденный сын городской красотки, а Саймон в возрасте 12 лет настолько мал, что все еще играет младенца Иисуса на рождественских постановках. Их дружба подвергается испытанию, когда Саймон мечом попадает по матери Джо так, что убивает ее. Вместе они пытаются найти отца Джо, в процессе чего Саймон понимает, что для него пришло время исполнить свое предназначение. Это фильм о дружбе, о взрослении, о вере и о подвигах. Фильм «Я, Сэм» рассказывает о страдающем аутизме 40-летнем мужчине Сэмми Доусоне, который работает официантом. В один прекрасный день Сэм знакомится с беременной женщиной и предлагает остановиться у него в доме. Но после рождения младенца женщина исчезает, оставляя грудную дочь на попечении не совсем здорового Сэма. Однако он вполне справляется с ролью отца, заботясь о маленькой Люси, которую назвал в честь своей любимой песни «Ливерпульской четверки». По истечению 7 лет Люси превосходит своего отца по умственному развитию, и органы опеки решают лишить Сэма отцовства и передать девочку на воспитание в другую семью. Огорченный таким поворотом событий, главный герой обращается к амбициозной женщине Рите, адвокату, которая решает безвозмездно помочь Сэму и его дочери. По мере работы над этим делом Рита сама получает несколько уроков о том, что значит быть родителем. Представьте себе школу будущего, где не нужно стопроцентное зрение, чтобы ловить на себе восхищенные взгляды, и идеальный слух, чтобы понимать друг друга, где каждый может оказаться на высоте и научиться поддержке не менее важно, чем выучить уроки. А вы знаете, что такие школы уже существуют? Дети должны учиться вместе. Если вы активная и целеустремленная, то конкурс красоты и талантов «Красота без границ-2018» для вас. К участию приглашаются девушки и женщины, свободно передвигающиеся с помощью инвалидной коляски от 16 до 35 лет, проживающие в Якутии. Заявки принимаются до 10 июня по телефону 8 984 102 62 55. Мы ждем именно тебя. Конкурс реализуется в рамках народного бюджета. Благотворительная акция «Доброе сердце» Амарах-Сюрях объявляет сбор средств в помощь Светлане Протопоповой 2012 года рождения на курс лечения в клинике Шиба, Израиль. Диагноз – злокачественное наобразование ствола мозга. Чтобы помочь Свете, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Свете вместе!